Успокой своего ребенка. Она спокойна. Она неспокойна. Она спокойна, ребенок. Нервная. Потому что у нее Одно и аутизм. Потому что у нее аутизм. Это особенный ребенок, а вы бессовестная женщина, без чести и без достоинства. Я сожалею, женщина, оскорбившая девочку с аутизмом, извинилась и дала интервью. Там другие даже пишут, что я мразь, что я какая-то, извиняюсь за выражение, какая-то я конченая. Ну, конечно, тяжело, вы что думаете, не тяжело? Любому человеку будет тяжело. Извините. Скандал в автобусе в Астане получил продолжение. Женщина, у которой ранее произошел конфликт с мамой 7-летней девочки с аутизмом, попросила прощения у матери этого ребенка. Я сожалею в том, что я сказала вот это слово, что женщина, успокойте, пожалуйста, ребенка. Напомним, инцидент произошел в одном из автобусов Астаны и вызвал широкий резонанс в соцсетях. Пассажирка в грубой форме потребовала успокоить ребенка, заявив, что девочка ее раздражает. При этом девочка достаточно спокойно сидела у окна, никого не трогала, но напевала при этом песню. Видео с этим конфликтом выложила мама девочки, ее зовут Сагина. Кадры вызвали волну поддержки в соцсетях, а полиция начала проверку. Моя цель была не опозорить эту женщину, а донести до всех, что наши дети вам не враги. Наши дети вам ничего плохого не желают. Они не хотят вам причинить зло. Честно, я не хочу ее наказывать денежно, да, чтобы там, не дай Аллах, она села. Нет. И если бы я этого хотела, я бы в тот же день побежала бы в полицию, написала бы на нее заявление. Заявление я не писала до последнего. И не хотела. Под всеми постами, где завирусилось на это видео, я отмечалась специально. Я писала, что здравствуйте, спасибо всем за поддержку, это я, автор видео. И я отвечала на все сообщения в директе в надежде, что эта женщина напишет мне. Напишет, пожалуйста, извините меня, я была не права. Действительно, я там подумала, почитала законы, вы действительно ничего не нарушили. Пожалуйста, простите меня. Я бы лично после этих слов написала бы под каждым постом комментарий, что люди, спасибо за поддержку, но давайте все вместе эту женщину простим, потому что она искренне попросила прощения, все мы ошибаемся, давайте простим и все. И вот сегодня та самая женщина вышла на связь. Она признала свою вину и заявила, что эмоции взяли вверх, и извинилась за свое поведение. Более того, она согласилась рассказать свою версию произошедшего в интервью нашему каналу, которое вы сейчас можете видеть. В тот день, это было 24 июля, я как раз вышла со смены, с дежурства. Я сама работаю в НИИ травматологии, ортопедии, операционной медсестрой. В тот день мы работали до утра, я утром зашла в операционную, и только на следующий день я только вышла. Потом я на остановку на 13 автобус я села, я сидела спиной, и та женщина сидела спиной. При этом ее девочка напевала что-то. Да, дети бывают разные же. И я просто вот так повернулась, вот так вот, и сказала: женщина, пожалуйста, успокойте ребенка. И при этом так уже голову опять повернула и сказала: это все меня раздражает. Я сказала: я имела в виду себя, это было мысли вслух были, а не от того, что ребенку это было адресовано, или вот маме было адресовано. Нет, это я имела в виду себя. Что вот это она сказала, я абсолютно уже не слышала, потому что я в наушниках была уже. Что в конце она сказала, что у нее особый ребенок, что у нее аутизм. При этом я вообще про это аутизм даже не знал. Я вот все в ролике посмотрела. Я бы сказал, ужаснулась сама даже. Бессовестная. Как вы смеете на ребенка так говорить? Это ребенок с инвалидностью. Девушка, успокойся сама, пожалуйста. Я это все читала, что там меня обвиняют в чем-то, такое ощущение, как будто я что-то или украла, или кого-то я убила, или я не знаю, и у меня слов нет. Вчера мне было так обидно было, что вот это все комментарии, я вчера так чуть-чуть поплакала, извиняюсь, конечно, но девчонки мне успокоили вчера. Вот и все.
из-за какое-то замечание, я не знаю, на весь этот Казахстан позорится еще главное. Мы люди, мы не все не грешные, понимаете? Я же не знала, что у нее аутизм, я откуда знала? Тем более я задом сижу. Я сама медик, что про аутизм, про аутистских детей, я, думаете, не знаю? Думаю, что я еще как знаю, я с высшей категории тем более. Я уже сколько лет проработал в нейротравматологии на одном месте, почти 25 лет уже. И при этом не бегал по больницам туда-сюда, в одном месте, потому что мне нравится эта работа, мне нравится людей спасать, понимаете, когда им плохо. Раздражает было, да, это я про себя сказал, я не вру, про себя сказал, потому что я после работы, пускай любой человек пускай на мое место встанет и потом пускай посмотрит, каково это, людей спасать и бежать это все, знаете. Я созванивался вчера по Инстаграму. Добрый вечер, Саида. Вот насчет по поводу, говорю, конфликта в автобусе. Вот та женщина, которой я спиной сидела, говорю, я хотел у вас попросить прощения, говорю. Извините, я, говорю, не знала, что у вас ребенок с аутизмом. От усталости это было, понимаете, когда вот сутки вы стоите на ногах, ни воды нету, ни туалета нету, ни еды нету, да. Это уже человек такой становится злобный, понимаете. Вот ты стоишь одна, это тебе вот конвейером несут этих больных, пациентов. И вот и поэтому ты хочешь просто тишины, понимаете. Вот. А так я вообще, по идее, не конфликтный человек. Ни она меня не поняла, ни я ее не понял, если честно сказать. Просто моя ошибка была в том, что я замечание просто сказала и все. Ну, я еще раз извиняюсь, конечно, да, перед девочкой, особенно перед девочкой, да, перед мамой, которая вот воспитывает такого ребенка. Что я могу сказать? Пускай простит, еще раз прошу прощения. Я просто не знала, просто, если честно сказать. А больше я не могу ничего сказать, что я могу сказать? Если, может быть, если я бы знала бы, может, я промолчала бы, может быть, например, скажем, да. Но я в том-то дело, что я не знал, что она болеет с аутизмом. Вот, вот и все. Я вчера зашла в Инстаграм, я посмотрел, очень хорошенькая девочка. Дай терпение маме, конечно. Пускай девочка растет большой, красивой, умничкой, здоровой, главное здоровой. Я плохо поступила, конечно, что вот так взяла и замечание сказала. Но в следующий раз уже буду уже знать, уже буду. Это сколько надо терпения и ума, это колоссальный труд, чтобы воспитать вот таких детей. Эти дети, они не глупые, они очень умные дети, понимаете? Я про них, этих детей, я много читал, я это знаю, потому что я сама воспитываю своего сына одна. Вот, например, моему сыну сейчас будет 10 лет только будет, он тоже маленький. Я сама поздно замуж вышла, и вот у меня он один единственный сын. Я вот понимаю, каково таким детям. Я это понимаю прекрасно. Ну вот. А так, конечно, я прошу прощения, конечно, что я замечание вот так сказала. Я тоже мама, я тоже знаю, что такое защита. Я прекрасно это знаю. Девочке главное здоровье, здоровье, здоровье. А маме терпение могу сказать только все. Вся эта история — это, конечно же, напоминание о том, насколько важно сохранять уважение и человечность даже в общественном транспорте, даже находясь в усталости и даже в комментариях под этим выпуском. Поэтому я прошу вас проявить ту самую человечность, высказывая свое мнение. Мира вашему дому и пока!